Очевидцы пожара, произошедшего накануне в Якутске на пересечении улиц Ярославского-Кулаковского, уверены, огнеборцы приехали тушить здание без воды. Так ли это на самом деле, выяснял Виталий Абрамов. Статус исторического памятника республики не защитил одно из самых старинных зданий столицы от огня. К моменту прибытия первых пожарных подразделений менее чем за 7 минут оно горело открытым огнем. В тушении приняли участие 18 единиц техники и 53 человека личного состава. Находился в отдельном строении всего один охранник, который своевременно не среагировал на данный пожар. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев. Высохшее деревянное здание 19 века горело, как коробок спичек. Тушению огня мешал сильный порывистый ветер. Среди наблюдавших за ЧП и в сети интернет тут же появились недовольные работой огнеборцев. Кто-то говорил, что это очередной поджог, кто-то указывал на непрофессионализм, а кто-то сообщал, что пожарные приехали и вовсе без воды. Все это историческое здание надо сохранять, всю историю для наших детей, для внучат. Пожар произошел в районе выезда специализированной пожарной части Якутии. На ликвидацию огня был направлен практически весь личный состав противопожарной службы. Между тем, досужие суждения не всегда справедливы и объективны. Как на самом деле работает пожарное депо? С начала сигнала возгорания поступает к диспетчеру. Незамедлительно подаю сигнал «Тревога», выписываю в это же время путевку. Ребята, когда они у меня уже подбегают, забирают путевку. Вкратце я им могу объяснить, как, что, чего. Тут же я по карте смотрю улицу, ближайшее место заправки и передаю им по радиостанции. По признанию диспетчера, за сутки в среднем поступает 10-12 сигналов, из которых половина может быть и ложной. Но дежурная смена обязана реагировать на каждый вызов и незамедлительно выезжать. По субъективным ощущениям, первая пожарная машина выехала из депо менее чем за минуту с момента получения сигнала. Район выезда спецчасти охватывает центральную часть города с большим количеством социально и культурно значимых объектов с общим населением около 60 тысяч человек. Но надо сказать, этим летом у нас была тенденция повышения оперативного реагирования на выезда. Это деревянные строения в городе Якутске. Значит, выезжали на тушение кладовок. В районе выезда части только 20 раз. В соседние подрайоны выезда по городу Якутска 12 раз в общей сложности на тушение кладовок. Только мы выезжали 32 раза. Также по крупным пожарам аж по 3 пожара одновременных. О том, что пожарные приезжают на тушение без воды, это стопроцентный миф. Все автоцистерны по приезду с вызова сразу же заправляются 5 тоннами воды, а этого количества хватает в среднем на 11 минут работы пожарного ствола. Далее уже происходит наращивание сил и средств. Все, что невозможно потушить водой, которая находится в емкости пожарной автоцистерны одной, это уже считается крупный пожар. Так что, прежде чем упрекать пожарных за мнимую некомпетентность, спросите себя, где находится ближайший пожарный гидрант от вашего дома. Смогут ли пожарные беспрепятственно подъехать к нему в случае необходимости? Если ответы на эти два вопроса отрицательные, то задумайтесь о том, как исправить ситуацию. Виталий Абрамов, Афанасий Николаев, Семен Васильев, НВК «Саха», Якутск.